«За меня краснеть вам, мои дорогие, не придется. В долгу перед Родиной не останусь», писал с фронта своим родителям юноша из селения Барсуки. Хизир Ильясович Умаров родился в 1917 году. Ушел служить в армию за 2 года до начала Великой Отечественной. Служил в Латвии, где и застала его война. Он был командиром взвода пулеметной роты 577-го стрелкового полка. Это была знаменитая дивизия, которой командовал генерал Панфилов, в народе именуемые как 28 панфиловцев. Дело в том, что вот эти задачи, которые стояла перед панфиловцами, заключалась в том, чтобы они должны были проводить нападение за нападением, чтобы немцы из Курляндии не отправились в Германию, потому что в тот момент советские войска уже поступали к Берлину, они были у реки Одер, и поэтому задача была сложная. Произошло это в ночь с 24 по 25 декабря 1944 года. На поле битвы, как и в других местах, храбро сражались и пулеметная рота гвардейцев под командованием лейтенанта Хизира Умарова. Там он в очередной и последний раз подтвердил обещание не заставить краснеть своих родителей, не подвести родину. Родным поступила информация о том, что он погиб, но где, как и каким образом они не знали. Далее мы знаем, в 1944-м началась депортация, все данные, которые связаны с ингушами и которые отправлялись на фронт, были уничтожены, и уже после возвращения родные, в частности брат Мовли, племянники Магомед Умаров и Борис Даурбеков начали работу, и в 1989 году они узнали о том, что он похоронен в братской могиле Курсиши. На мемориальной плите воинского братского кладбища в числе других воинов выведена фамилия Ихизира Умарова, которая вместе с печалью об этой утрате охватывает гордостью сердца близких родственников солдата, посещающих его могилу в праздничные Дни Победы. Имя этого молодого воина, одного из продолжителей боевых традиций своих предков, могло бы и до сих пор оставаться неизвестным для жителей нашей республики, если бы о его судьбе не забеспокоились его родной брат и племянники. Ведь, как известно, все архивные документы Назрановского военкомата, касавшиеся ингушей, исчезли после депортации. И единственным документом, свидетельствовавшим о судьбе Хизира, была весть с фронта о его гибели. Таких отважных героев-ингушей, как Хизир Ильясович Умаров, в годы Великой Отечественной войны было более 20 тысяч. И это только официальная цифра, ведь документы многих солдат были уничтожены из-за сталинского геноцида. Ингуши сражались на всех фронтах войны, от Москвы до Берлина. Память о подвигах наших солдат постепенно восстанавливается. Проводятся исследования, издаются книги. Также устанавливаются памятники. Важно помнить о вкладе всех народов СССР в победу над фашизмом. Мадина Цоро, Султан Магушков, Магаз 24.